Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня мы вновь откроем для вас страницы прошлого. Поговорим о образе ингушского мужчины конца XIX – начала XX веков вместе с кандидатом исторических наук Танзилой Чебиевой. Приветствую вас! Здравствуйте! Танзила, как мы знаем, наиболее ярким и выразительным предметом материальной культуры каждого народа является национальный костюм. В ингуше он был самый разнообразный. Для начала хотелось бы узнать, что представляла собой повседневная одежда горца на тот период. Начнем с того, что в целом национальный костюм и одежда – это прежде всего, наверное, специфика климата, географии, флоры и фауны той местности, где складывался именно этот элемент материальной культуры. Потому что одежду мы относим как раз к материальной культуре. А символика каждого из элементов самого костюма, тут неважно, он мужской или женский, она может иметь и материальные соображения в этом смысле, и, конечно, какие-то духовные начала, там, религиозные воззрения, например, да, там, символику определенную и так далее. Так и женский костюм, о котором мы говорили как-то сами в прошлом. Мужской костюм также определяется двумя понятиями. Это либо повседневная одежда национальная, да, либо это выходная, так называемая праздничная одежда. И здесь принципиально такой момент, когда мы говорим о использовании текстиля, материала, из которого будет изготавливаться данный костюм и каждый из его элементов. Безусловно, когда мы говорим о парадной выходной одежде, это всегда очень дорогие ткани, это элементы, допустим, которые применяются как декоративные, и они очень часто используют при этом определенный металл, чаще всего драгоценные или полудрагоценные металлы, будь то серебро или бронза. И, конечно же, головной убор, его тоже будет отличительная черта, определять, собственно, саму специфику, когда этот элемент, костюм будут носить его, собственно, представители, будь это там, допустим, повседневный тип одежды или какое-нибудь праздничное мероприятие. Если мы говорим о повседневной одежде, особенно мужской, она предполагала, естественно, базу. Базой являлась это внутренняя рубаха и шаровары. Это основной элемент, и чаще всего он состоял и изготавливался практически из одного и того же вида текстиля. Нужно сразу отметить, что по многим источникам, которые сегодня описывают материальную культуру ингушей, будь это Семенов, Виноградов, Крупнов и так далее, они очень часто упоминают, что, допустим, шерсть, лен и хлопчатобумажные ткани были основным сырьем, из которого изготавливались костюмы национальные, и неважно, это женский или мужской. И в мужском костюме, безусловно, вот эта база так называемой рубахи, которая очень часто имела достаточно, ну, скажем так, удобный крой, она шла по фигуре и имела такую особенность, как воротник-стойка, то есть практически все части тела были в полной мере прикрыты, и штаны, в которые могла заправляться рубаха, либо, если, к примеру, верхнего типа одежды, как, допустим, той же самой черкесский, в последующем бурки и так далее, если не было, то просто запоясывался. А по цветовой гамме? Вообще цветовая гамма предполагает, что внутренняя рубаха, она представляет собой более светлые оттенки, чаще всего натуральные, то есть это либо белый, бежевый, цвет льна, что называется, и так далее. И это наиболее частая тенденция, поэтому даже в современной, там, допустим, реставрационной работе национального костюма вы тоже часто увидите, что это белое внутреннее убранство, а внешний элемент, как, например, там черкеска, она будет в основном представлена, ну, разной цветовой гаммой, чаще всего это темный контрастный оттенки, для того, чтобы видеть каждый из элементов как некий, скажем так, составной элемент национального костюма. То есть белая внутренняя рубаха будет очень отчетливо видна за счет того, что у нее стойкий воротник, а черкеска, она не имеет воротника, она в основном имеет такой треугольный вырез, за счет этого этот контраст будет очевиден, соответственно, да. То есть, получается, образ больше ничем не дополнялся, там не подпоясывался? Нет, обязательно. Дело в том, что одна из ключевых особенностей, которая, собственно, перекочевала из средневековья позднего, затем, значит, в 19-20 века и постнастоящее время, это традиция, при которой мужчина всегда должен быть запоясан. Да? То есть имеется в виду, пояс – это основной элемент мужского костюма. Более того, я скажу, что пояса были совершенно разные, в разные практики они применялись, имеется в виду по определенному назначению. И зачастую тот функционал, который нес пояс, это был функционал обычного кармана.
То есть на нем могли крепить различные элементы, в том числе, естественно, это было оружие, кинжал, шашка, между прочим, тоже крепилась здесь, так называемый тур, да, и многое другое определялось вот по прямому назначению. Те, кто жили, условно, в условиях, когда занимались животноводством, то зачастую здесь был небольшой такой кожаный мешочек, либо коробочка, в которой сохранялись, или, вернее, хранились определенные препараты, назовем их так, лекарства, для того, чтобы лечить животное при определенной необходимости. То есть представьте себе, один и тот же тот самый пояс или ремень, он мог быть тем самым элементом, на котором крепились совершенно разного назначения, скажем, и функционала предметы. Ну и, конечно же, еще одним элементом являлись это все-таки головные уборы, да, они имели отличительные особенности, и обувь, потому что в национальный костюм, как бы нам не казалось это странным, но обувь также является составной частью. Да. А если сравнивать повседневную обувь и парадную, вот чем она отличалась? Во-первых, изготовление и особенности, ну, скажем так, самой формы обуви – это раз. Два, в зависимости от того, где жил ингуш, в определенные периоды, мы помним с вами, либо это горная местность, это скалы, соответственно, это очень некомфортные условия, при которых обувь должна быть гибкой, подстраивающейся под вот эти вот, собственно, рельефные особенности. Ну, а на плоскости обувь могла быть совершенно удобной, и при этом горной обуви, назовем это так, да, меньше уделялось декоративное внимание, она должна была быть очень удобной, она должна была быть практичной, водонепроникаемой, назовем это так, да, и при всем при этом она изготавливалась из сыромятной, соответственно, кожи. Содержание могло быть совершенно разное. Чаще всего набивалось либо шерстью, ну, да, когда это холодные времена, чтобы ноги не мерзли, либо травой сухой, когда это был, в общем-то, период совершенно другой сезона. Ну, а на плоскости очень часто набивались какие-нибудь железные набивки для того, чтобы, соответственно, обувь служила гораздо дольше по своему времени и функционалу. И, конечно, мы видим отличительные особенности по принципу. Это, допустим, какой-нибудь орнаментальный рисунок, какая-нибудь вышивка, использование декоративных элементов и многое-многое другое. Да. А вот что касается головного убора, были ли какие-то различия вот в парадном и повседневном? Даже вот при занятиях хозяйства под открытым солнцем? Безусловно. Во-первых, головные уборы определялись по принципу сезонности. Да? Вот есть такое замечательное понятие элтер-ки. Да? Говорят, сегодня многие говорят, что это очень дорогостоящее мероприятие, организовать себе покупку элтер-ки. Это каракулевая шапка, и она относилась к сезону зимнему, соответственно, потому что она была очень теплой и берегала голову, собственно, от перепадов температуры, особенно в низкие температуры. А что касается летнего сезона, то это была шапка, которая в народе называлась мангалки. Она была более, скажем так, из простой материи, чаще всего использовался тот же самый хлопчатобумажный материал, текстиль, и она была удобна с точки зрения того, что даже при высоких температурах голова не перегревалась. Ну а головной убор, он почему был обязательным? Потому что точно так же, как и ремень или пояс, мужчина считался, в общем-то, совершенно состоявшимся во внешнем обличии, если эти два элемента у него в обязательном порядке присутствовали в его обрамлении, скажем так. То есть это такая полноценная экипировка. А вот с какого возраста мужчина, юноша начинал носить головной убор? И на самом деле здесь обозначался период, когда самый близкий родственник, чаще всего это мог быть родственник даже по материнской линии, преподносил это в качестве такого некоторого дара своему племяннику. И где-то от 7 лет, в принципе, определенные типы головных уборов они присутствовали. Довольно рано. Да, да. Ну, это такое некое было посвящение, я бы сказала, как это происходит в традиционных культурах, условно, там, в океане или в Африке, это обряд инициации, да, чтобы мальчик уже чувствовал себя, во-первых, полноценным членом этого общества, во-вторых, уже, ну, скажем, очень четко себя идентифицировал как мужчина своего рода, семьи, и, да, это действительно носило некий сакральный смысл. Поэтому, ну, о том, какую роль играют головные уборы в разных культурах, и при этом вне зависимости от гендера нам и так известно, потому что волосы считались такой сакральной частью, значит, физиологии человека и могли притягивать к себе отрицательную силу, энергию в период древних религиозных воззрений. Этому придавалось особое значение, поэтому волосы старались прикрывать. Вот, поэтому головной убор от культуры к культуре мы отмечаем, и мужской головной убор, особенно когда мы говорим об
бангушах, он имел вот такую специфику. Ну а если мы с вами возьмем даже саму форму головных уборов, она была тоже, безусловно, совершенно разной, но очень часто мы встречаем с вами лоскутные головные уборы, которые состоят из многочисленных лоскутов, которые сшивались к центру самой, как говорится, шапки, и при этом были очень удобны. Сегодня активно это реконструируется. Насколько мне известно, одни из современных ремесленников, по-моему, по фамилии Аздоев, как раз-таки и активно работают в этом направлении, чтобы вновь восстановить, возродить эту традицию ношения такого типа головного убора. Да. Они были обнаружены в результате различных археологических, значит, экспедиций, раскопок, в том числе, если мне память не изменяет, при падении части элемента склепа в Цоре, да, поэтому, в общем-то, это основа основ, головной убор мужской и женский, это символ определенного уровня развития культуры, и как повседневные, праздничные, ритуальные, обрядовые головные уборы свидетельствуют о древности культуры, соответственно, самобытности ее. А вот если говорить подробнее о таком элементе, как черкеска. Черкеска является, в общем-то, достаточно распространенной традицией вообще в целом на Центральном Кавказе. И так получилось, что за последние годы в медийном пространстве очень много дискуссий относительно того, где она появилась, кто ее родоначальник этой моды и так далее, и так далее. Но я склоняюсь к такому мнению. Есть потрясающая научная школа в этнографии и этнологии, называется диффузионизм, когда элементы одной культуры кочуют и становятся составной частью другой культуры, да, то есть такое взаимопроникновение. Поскольку галгаи очень часто перемещались, интегрировались, имели близкие контакты с тушинами, хевсурами, с северо-западным Кавказом, с народами северо-восточного Кавказа, безусловно, традиции некой моды, они кочевали так же, как это происходит в условиях современности. Просто сегодня мы пользуемся интернетом, чтобы понимать, что у нас модно является тенденцией. Тогда люди просто знакомились, контактировали, перемещались, вели какие-то общие торгово-рыночные отношения, этого было достаточно. Во-вторых, черкеска, в народе ее называют чукой, как известно, это относится и к женской, кстати, традиции. Она предполагала, что, во-первых, состоит из, даже не состоит, это такой цельный элемент верхнего одеяния, в том числе рубахи, которая имела замечательный крой, халатообразный. И здесь очень важно, что он крепился практически на одной пуговице, запоясывался на талии в обязательном порядке и, соответственно, имел длинные рукава, гораздо длиннее, чем внутренняя рубаха. Цветовая гамма могла варьироваться от темно-серого к коричневому и черному цвету, например. Иногда упоминали красное. Исходя из того, из какой ткани текстиль изготавливался элемент черкески, можно было судить о том, какого она типа. Она праздничная или повседневная. Безусловно, в каких-то трудовых, допустим, видах деятельности, когда это сельское хозяйство, животноводство, в черкеске необходимости не было. Да? То есть, условно, достаточно было рубахи, какой-нибудь верхней накидки из овчинки и так далее, как правило. Ну а те, кто перемещались на большие расстояния и, соответственно, очень часто фигурировали в каких-нибудь общественных, назовем так, общественно-политической деятельности, были активной движущей силой того периода или какие-то праздные мероприятия, черкеска была обязательным элементом мужского костюма. При этом в тот период, когда появляется огнестрельное оружие, и, соответственно, порох на Кавказе, этот элемент костюма приобретает еще дополнительные характеристики. Это газыри, которые по правую и по левую части, значит, груди размещаются в определенной такой, в общем-то, проекции. Достаточно асимметрично, чтобы это смотрелось изящно со стороны. А когда уже в поздний период в этом необходимости не было, это сохранилось как такая условно-декоративная традиция. Да, как поэтому сегодня, когда реставрируют или реконструируют или популяризируют черкеску, этот элемент остается актуальным. В поздний период уже использовали, допустим, для сигар, условно, да, это даже было такое модное явление, тенденция. Ну а в раннем периоде использование этих элементов это использовали для газырей, то есть специального пороха в определенных таких, в общем-то, емкостях и обязательно с такой бронзовой либо серебряной накладкой, потому что горец хотел быть все еще потрясающе выглядящим внешне, значит, в полном амплуа. И основные элементы, конечно, даже когда носили какой-нибудь такой, в общем-то, практичный функционал, тем не менее, должны были выглядеть изящно и симпатично. Да. Вот если говорить о трансформации этого образа, да, мужского, мы рассматривали период, получается, конец 19-го, начало 20-х веков, вот как изменяется образ в последующий период?
И с чем это связано? Мгм. Дело в том, что эволюция костюма, она всегда привязана к тому, с кем и в какой мере контактирует культура. То есть, во-первых, в период Кавказской войны, безусловно, это накладывало отпечаток. Мы берем сам 19 век, это 1800-е годы, и вплоть до завершения Кавказской войны, 60-е годы 19 века, в основном мы видим тот самый тип, который я описала, да, то есть национального элемента, национального костюма. Если мы берем с вами поздний период, уже когда жизнь более-менее предполагала некую статичность, да, эволюция предполагает, что меняется тип обуви, например, да, поскольку торговые отношения с рядом расположенными культурами, они вновь активизируются, появляются новые ткани, более качественное сукно, соответственно, изготавливается каждый из элементов из более дорогостоящей материи. Упоминается, что очень большую активную деятельность вот на территории Центрального Кавказа для многих народов, которые здесь проживали, играли армяне, потому что они привозили сюда более-менее доступные ткани, поскольку все-таки население не обладало высокими материальными характеристиками, поэтому доступность предполагала, что именно вот с ними торговлю вести было достаточно комфортно. Поэтому армянские ткани становятся популярными, из них изготавливаются те или иные предметы национального костюма. Ну а потом, вследствие, соответственно, начала 20 века, влияние русского и русскоязычного населения на Кавказе в общем-то, легло в основу и стало популяризировать, ну, скажем, такой новый вид одежды. Опять-таки, удивительно, но мы всегда как-то склонны к мнению, что присутствие русских на Кавказе, ну, в общем-то, легло в основу трансформации местной культуры, в том числе материальной. Но какую сильную роль сыграли сами ингуши и народы Кавказа на национальный характер внешнего облика самих русских. Казаки, как известно, очень полюбили черкеску, стали ее носить, значит, изготавливали сапоги, в том числе по традиции сыромятной кожи. Ну, почему это происходит? Потому что климат, география местности Центрального Кавказа, она очень специфична. И никогда человек не будет использовать предметы, которые не адаптированы под эти условия. Это сегодня мы условно перемещаемся по асфальту, бетону, мрамору и так далее. Уже в этом необходимости нет. Но так же, как это было раньше, мы все-таки склонны к настоящей натуральной кожи, да, к натуральным тканям, как это, в общем-то, было и в прошлом. И поэтому, наверное, эта традиция сохранилась. А вот очень интересным моментом является это все-таки элементы, которые носят декоративный характер. То есть позднее уже ношение огнестрельного оружия, в этом необходимости не было. Тем более установление новой власти предполагало, что это может быть опасно, поскольку горцы могут что делать? Ну, в общем-то, быть оппозиционно настроены. Поэтому этот элемент пропадает. Но кинжал – это была обязательная традиция, и очень важно было, чтобы кинжал был очень красиво декорирован, оформлен, потому что если в повседневной черкеске, например, элементы декоративные были из примитивных металлов и материалов, то праздничная одежда черкесска предполагала, что это должно быть или бронза, или серебро. При этом очень красиво орнаментальными рисунками все это обрамляется, и даже по этим небольшим элементам могли определить, этот юноша или молодой человек, какой семье принадлежит. То есть семье с достатком, семье, допустим, которая имеет возможности приобретать нечто подобное, да, потому что если даже мы говорим о местном ремесленничестве, да, то есть изготовлении этих предметов где-нибудь на плоскости, тем не менее, также тяготели к тому, чтобы приобретать эти декоративные элементы, например, в Кизляре, да, поскольку доступность была, и мастера здесь в этом смысле, да, были очень преуспевающими. То есть вот именно текстиль, из чего изготавливали, и из чего были элементы, насколько большое количество их присутствовало, могло четко определить, костюм он праздничный, либо повседневный. А вот верхняя одежда, в любом случае в морозы, да, в холод, что-то они накидывали. Можете рассказать об этом? Верхняя одежда была потрясающая. На мой взгляд, вот все, что мы описываем, это, конечно, да, составная часть, это все-таки основное одеяние, но меня всегда поражало верхнее одеяние в период, когда климатические
особенности были не очень комфортными. Это так называемая бурка. Бурка, она, как описывают ее многочисленные русские исследователи на Кавказе, была очень многофункциональна. Она одновременно спасала, значит, перемещающегося по очень неблагоприятным условиям на конях от снега, от высокой влажности, от сырости, от перепадов температур. Удивительно, но и в холодное время в ней было тепло, в жаркое время в ней было вполне комфортно. Ею могли застелить постель, что называется, во время вот этого перемещения в неудобных, значит, местах своего нахождения горцы, и прикрывались ею. Это могло быть одновременно и жилищем, что называется, внутри которого можно удачно спрятаться. То есть функционал был потрясающий. И сама форма тоже была невероятна. При этом кажется со стороны, что она неудобна. Она очень удобна была даже при перемещении, в общем-то, на лошадях, конях и так далее. И изготавливалась она из шерсти, соответственно, овцы. И это предполагало, что она очень будет еще и долгоносной. То есть, в принципе, достаточно было один раз приобрести бурку, и она свой функционал и свою, собственно, вот характеристику выполняла на протяжении длительного времени. А к вопросу об изготовлении или шитье национальных костюмов, причем неважно, бурка это или что-то другое, безусловно, это ложилось на плечи, в данном случае, руки женщины, да. При этом сразу отмечу, что в конце XIX века и в начале XX века, когда стали распространяться на Кавказе швейные машинки, не было ни одного более желанного подарка для ингушской женщины, чем вот именно элемент швейной машинки, который предполагал более облегченную, естественно, да, практику шитья. И это говорит о том, что распространенность традиции шить, значит, дома, она была достаточно такой весомой. Более того, считалось, что женщина, которая не умеет шить, вышивать, соответственно, изготавливать какие-то, в общем-то, предметы, относящиеся к одежде или элементам текстиля для убранства дома, интерьера, она считалась безрукой, цитата фактически, да, в описаниях многочисленных исследователей. Поэтому этому придавало значение. Более того, вам скажу, что буквально, наверное, еще в 80-х годах 20 века были такие случаи на моей памяти, когда Мярош, он же Деверь, да, в подарок своей снохе привозил швейную машинку. Тогда они были такими, знаете, ящиками, куда спряталась сама машинка. Она была такой ручной или потом электрической, потом ее вынимали. В общем, весь функционал выполняла она, эта машинка, в полной мере. И вплоть до периода и депортации, и постдепортационный период женщины, в том числе в преклонном возрасте, виртуозно справлялись с тем, чтобы изготовить, шить, выкроить, соответственно, одежду, необходимую и для женщин, и конкретно для мужчин. Ну а женщина, которая с этим функционалом справлялась, скажем так, не просто виртуозно, а высококачественно, была на слуху у многих, да. Но сегодня, благо, этим продолжают заниматься, да, наши современные дизайнеры. Хотелось бы узнать о осовременивании этого образа. Сейчас он встречается, да, довольно редко. Это на каких-то мероприятиях, да, на свадьбах. Насколько это важно сегодня нам, чтобы вот чаще видеть этот образ? Я в целом скажу, что мне очень близка тенденция того, что к этнографическому или этническому компоненту сегодня современная мода все чаще обращается. Это не просто интерес, это вызвано, естественно, той тенденцией, когда многие культуры, у которых была потрясающая особенность и специфика, в связи с европеизацией, глобализацией утрачивают эти особенности. И чтобы теперь наконец-таки были отличительные особенности одного модного дома от другого, многие стараются чуть ли не путешествовать по диковинным местам, где-нибудь в тропической Африке, Танзании, Намибии, Нигерии и так далее, чтобы эти элементы, наоборот, в свою европейскую традицию внести. Поэтому это не является чем-то новым совершенно. И то, что на Кавказе сегодня этому придается особое значение и практикуется повсеместно, я это воспринимаю как очень хорошая тенденция, потому что понимание и знание того, что себя представляла материальная культура, в том числе национальный костюм, это, важная задача современной молодежи, потому что это передача из поколения в поколение того, что было принципиально важным. Вообще, когда говорят об ингушской национальной одежде, неважно, мужская, женская,
она предполагает очень емкое содержательное понятие. Это эздидухар. Есть такое понятие, как, например, «хаделец эздихалар», то есть имеется в виду относись к своему телу, физическому его состоянию с особым достоинством. Поэтому одежда, она подчеркивала достоинство, скрывала недостатки. Мужская одежда в этом смысле потрясающе выглядит внешне. Это, конечно, подчеркивание широких плеч, тонкой талии, да, высокого роста. Соответственно, шляпа придавала еще пару сантиметров в этом смысле, да, стройности и высокорослости. Ну и, конечно, в целом использование там, это то же самое декоративной составляющей еще более обогащало костюм и придавало определенный шарм. И хочется отметить, что в поздний период, если мы с вами возьмем 20 век, очень долго сохранялась тенденция вот этой передачи, вот скажем так, элементов национального костюма, но чаще всего через старшее поколение. Танзила, благодарим вас за то, что вы сегодня пришли, за увлекательный рассказ. Я узнала для себя много нового. Думаю, наши телезрители тоже. Спасибо большое. С вами были архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа.